Ассаламу алейкум, дорогие друзья, Дерми Махкой. Просто вышел в эфир. Давно не был в эфире. Так получилось, что после как вернулся с хаджа, несколько дней как-то на автопилоте проходил, как потом оказалось, с температурой очень большой, в общем. Был в больнице, у нас в Грозном, республиканской лежал. Вчера отпросился уже домой. Магомед Султанов, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Дейре Схуэл Мамад. Будем возвращаться, как говорится. Я сегодня, пока на русском, наверное, поговорю. Разные люди пишут. Говорит, Дейре Схуэл, ва алейкум ассалам. Дейре Схуэл. Дейре Схуэл. Ну, говорят, пневмония, говорят, что довольно тяжелая болезнь. Интересно, что даже те там друзья, которые приходят там проведать, вместо того, чтобы поддержать, там говорят, что все нормально, там пройдет, любят всякие вещи рассказывать. Вот там один от пневмонии умер, там другому укол сделали, он умер. В общем, наши люди умеют поддерживать очень сильно. Ну, 9 дней провел у нас в республиканской, уже просто вчера уже отпросился домой. Будем, как говорится, дома долечиваться. Я Амад Бацаев, мой помощник, мой большой друг. Кстати, Амад у нас принимает сообщения на WhatsApp, отвечает на них. Амад записал обращение, я его сам выложил, честно говоря, чтобы люди, чтобы объяснить, что случилось, почему меня нету. Такая ситуация. Так, в общем, вот так вот сейчас. Пока состояние, честно говоря, не очень. Уже больше месяца никак ночью заснуть не могу. Вот такие вот дела пока. Ну, будем возвращаться в нормальное русло потихоньку, да. Я просто недолго зашел в эфир, чтобы сказать, что как бы из больницы вышел, да, все будет хорошо, будем нормально приходить в себя, так как говорится. Сразу, ну не знаю, еще попробую куда-нибудь поехать проконсультироваться у разных специалистов. Говорят, да, довольно опасные вещи говорят. С ковчегом я не знаю, я был там 14 июля последний раз. Я же там просто приходил, снимал, помогал, чем мог. Все, 14 июля я последний раз был, где вот люди ищут ковчег. И после этого, не знаю, я приехал домой ночью 1 числа, несколько дней проходил вот так вот. Как потом оказалось, у меня все время была температура 39 с лишним. И когда уже до врачей добрался, они сразу в больницу положили. В общем, состояние очень плохое было, честно говоря. И сейчас, да, будем в себя приходить. Как говорится, вроде бы кризис миновал, посмотрим. Огромное всем
огромное спасибо всем, кто переживал то, что писали. Я читал все комментарии. Правда, отвечать было, вступать в диалог было немножко трудно, но я читал, мне было очень приятно. Ковчег опять спрашиваете. Я говорю, я уже неоднократно, когда ходил туда, я объяснял, у каждого есть свое мнение. Я там был несколько раз. Один раз, когда они первый раз копали лопатами, я пошел помогал. Потом приходил, просто ходил, смотрел, снимал, когда они просили приехать снять. Я говорю, с первого дня мне кажется, что там есть интересные вещи. До того, как я поехал туда в мае, честно говоря, именно вот в Хиндой, где ищут ковчег, я поехал по просьбе вас, моих подписчиков. Поехал, поснимал, вот так вот. А до того, как еще поехать, я обратился в нашу Академию наук, спросил, что они об этом думают. Они сказали, что считают, что это место было дном Мирового океана, что там это отложение мелового периода. Это было то, что я услышал еще до того, как я поехал в это место Хиндой, где вот ищут Ноев ковчег. Здесь очень много разных вопросов сразу, поэтому я как вспомнил, рассказываю, объясняю. С первого дня, когда вот это место само, мне кажется, это место интересное для изучения. Мне кажется, что там что-то может быть, какие-то исторические вещи, может быть, какие-то захоронения, может быть, объект какой-то, все что угодно. Говорить именно Ноев ковчег, я с первого дня, когда туда приехал, лично для меня нужны слишком веские доказательства, чтобы говорить, что вот это непосредственно Ноев ковчег. Я для себя не видел пока таких доказательств. Для себя не видел. Но я не специалист. Даже если эти доказательства там были бы передо мной, я в них не разбираюсь. Я в них, мне говорить сейчас пока трудно, поэтому, наверное, попробую придвинуть, что ли. Если говорить об этом Ноевом ковчеге, если бы там даже это все было показано, я в этом не разбираюсь, я не специалист. От меня разные люди там просят сказать, там, есть там ковчег, нет там ковчега. Я не знаю, я вообще не специалист. Я не специалист ни в истории, ни в религии, ни в каких-то там материалах. Как я могу говорить вещи, в которых я не разбираюсь? Поэтому я говорю, что это место интересное. Я говорю, что там может быть что-то, что нужно изучать. Возможно, там что-то можно найти. Ноев ковчег – это практически главная тайна человечества. Чтобы утверждать, что Ноев ковчег, чтобы именно утверждать, это нужны очень веские доказательства. Я с уважением отношусь и к Марату, и ко всем, кто там трудится. Я очень уважаю этих людей. Просто у каждого свое мнение. Я пока для себя, если вы спрашиваете, говорю, я пока для себя не видел таких вот четких доказательств. И если бы даже увидел, я не понял бы, я не специалист в этом вопросе. Я просто, можно сказать, блогер. По вашей же просьбе я иногда выезжал, снимал. Я говорю, последний раз я там был 14 июля. 14 июля. После этого я и болел, и в хаджи был, и снова болел. Я больше никуда не выезжал. Вот такая вот ситуация. Это то, что касается раскопок. Да. Люди ищут. Они пытаются догнать историю, они исследуют.
И как бы я к ним с очень большим уважением отношусь. Но, пожалуйста, не просите меня отвечать, что это ковчег или не ковчег. Я не знаю. Честно, я не знаю. Валлахи цаасун. Так. Я и юала цаасун, я и я цаала цаасун. Я не знаю. Я знаю, что люди ищут. Я знаю, что люди там работают. Я знаю, что они искренне пытаются как бы исследовать эту тему. Я к ним отношусь с уважением, но я не специалист. Я хотел бы эту тему как бы оставить. Вот такая ситуация. Сейчас я вышел в эфир, потому что вы, подписчики, вы пишете, спрашиваете, где что. Я говорю, лежал в республиканской больнице, здесь вот у нас в городе Грозном. Вот вчера отпустили меня, так, кризис такой главный миновал. Состояние пока не очень, честно говоря. Так. Состояние пока не очень. Про мегион это очень серьезная, очень обидная тема. Я сам чуть позже тоже скажу. Состояние пока не очень, будем немного приходить в себя. То, что сейчас вопрос был задан про мегион, ислам там, наш брат в свое время, и не только он, и его друзья там пострадали они от рук, всяких там, я бы назвал их бандитами, ни много, ни мало. Если их в свое время уволили из органов, если они занимаются там какими-то там разборками по ночам, ходят, там бывшие ОМОНовцы, это те же самые бандиты, это те же самые преступники, ничего такого. Если они стреляют из травматических пистолетов в людей, это бандиты. Это еще случилось в начале февраля, когда мы об этом узнали. Мне лично звонила супруга этого ислама, который пострадал в мегионе. Мы сразу сообщили, я Адаму Султановичу Делимханову сообщила, и сделали все возможное, чтобы там подключиться, чтобы там в правильном направлении все это шло. Но там большая история, я об этом специально потом сделаю видео, я расскажу об этом. Сейчас на данный момент старый как бы адвокат ислама, который был ислама и других людей. Это вот ситуация, которая в мегионе, я думаю, многие не в курсе. Я об этом расскажу чуть позже, когда немного в себя приду. Адвоката они заменили, сейчас там чеченец, адвокат, он знакомится с делом. Уже в октябре будет следующее слушание. Такие вот ситуации будут. Мы будем дальше еще заниматься об этом. К сожалению, проблем очень много. К сожалению, очень много проблем. И да, конечно, дикий хас. Если бы кавказцы стреляли, конечно, сразу это была бы паника. А если стреляли ОМОНовцы или там бывшие ОМОНовцы, то это стараются скрыть, короче, как только. Мне трудно, как бы я с одной стороны госслужащий, получается, с другой стороны вот эта мерзость, которая творится в очень многих местах, ее очень трудно переносить, когда законы нарушаются людьми, которые должны эти же самые законы соблюдать, исполнять, это очень трудно. Такие дела. Ну, будем потихоньку работать, будем делать возможное, то, что мы можем, то, что в наших силах, будем. Да, Аллах, Бог, Вилордуклы, Тави Бог, Мудуи, Иса Магомадов, Валла Цахасун. Я вот хок чухул, Инстаграм чухул, Иштахасун, я не знаю, сон цау, что у нас рапло мы боишься, со кетшум, шташум, цашум. Там говорят
Я знаю то же самое, что написано из Инстаграма, знаю, из телевидения знаю, не больше. Я вообще директор департамента внешних связей. Пожалуйста, не спрашивайте меня то, что в республике у меня нет никаких ни полномочий, ни понятий. Только то, что за пределами республики. Только то, что за пределами республики. Пожалуйста. Да, это было Масейра. Да, конкретно был Масейра. Я отключаюсь сейчас. Адекевшего Масейра.